kilomeetrit. No se oli se puitusparkki, se on mitä sieltä tulles napsu. Ilusti maalittu. Igasugu torne ja värke. Nämä vesilatas kaikki tööttää. Voit varmaan siinä. Bussiratas oli peru seal. Ahaa, siellä on, vaata, siellä on puteri. Üks tagumine jalg on ka veel eriti selline kohe ja jäme. Ну, сначала сразу на клен, если получится клен уже цветет в другом месте. И потом сразу будет яблоня, слива, ну слива, яблоня, вишня и законного каштана. Самый эксклюзивный мед собираем такой. Kastanimesi on hästi eksklusiivne, et siis viivad praegu vahtra peale, siis läheb edasi ploomid, õunapuud ja siis tuli... Плохо то, что клен там 5 дней. И, ну, хорошо то, что не все сразу начинают. Там начинают некоторые подряд, некоторые, ну так, неделю, полтора. Мы возим в город. В город. Потому что на яблоню куда-то везти, там надо довольно много платить, потому что там просто невыгодно. Коммерческий сад, он такой прозрачный, и там ветер дует, ужас, да. И в это время, ну, если нет хорошей погоды, из яблони, если есть хорошая погода, из яблони урожай небольшой, да. И там ничего особенного не будет. А в городе это другое дело. Вот у нас Рига, Jelgava, это очень хорошее место. Сколько? 60. Et veavad ühesõnaga linna sellepärast ka, kui on pärnad hakkavad õitsema, et selleks ajaks on pered hästi suured ja 60 kilo pere pealt ei ole А probleem. возите корпусные только или? На липу возим что возможно. Теперь только корпусные, да. Да, теперь эти низкие лангстоты делаем. Да. Фарвар английский. Да. Сами делаем сэндвич-тип. Это там финера или бумага вокруг рама. Уже работаем практически где-то 15 лет, а так уже более 25 лет уже занимаемся пчелами. И теперь дошло до того, что мы уже некоторых сезон уже получаем 9, иногда 10 видов всяких, больше монофлорного, меньше монофлорного меда. И этого меда показываем туристам, школьникам. Здесь приезжают, показываем пчелы потом после дегустации. И у нас когда-то была одна такая интересная проблема, что негде было девать рапсового меда. Да? Теперь рапсовый мед абсолютный дефицит. Absoluutne. Kunagi oli aeg, kus te rapsi mett polnud kuhugi panna, aga et nüüd on rapsi aeg, kus rapsimesi on defitsiit. Kus ta kohe rääkib? Не знаю, эстонцы приезжают и все скупают. А я остаюсь и ищу, где еще остался рапс. Понемножку. Вот, et liiga palju pannakse väetist rapsile ja et tänu sellele enam mesilased ei taha rapsi peale minna. Ükski taime ei anna nektarit, kui on väetatud. Я работаю с корпусами, там одинаковые рамки. И размер? Размер датский или норвежский, там можем потом показать. Seal on press värskelt nii asjad vähem. Kleepub kõik. Делаем дегустацию. И всякие монофлорные меды на столе. Следующий после рапса мы даем вербовый мед, потом есть яблоня. Вот она практически жидкая все время, практически целый год такая мутная немножко. Потом есть желтая ромашка, желтый василек,
Знаю, что василек это важное растение в Эстонии. Ну вот, собираем и мед из борщевика. Борщевик, вот здесь он. В болоте растет такой очень ароматический такой и довольно высокий и белый кустарник, да. И чтобы даже голова кружится. Да. Такой здесь можно попробовать. Чистая липа в прошлом году получилась довольно нежная, но мы вообще были в восторге, что вообще в прошлом году из липы что-то получили. Пиццу тоже собираем по времени цветения, чтобы выглядело всяких окрасках, да, чтобы было возможно людям выбрать, какую лучше. Одуванчиков мы уже давно съели, скушали. Это самая дорогая пицца, оранжевая, чистая. Пергу это обязательно делаем. Мы научились уже экспериментировать, уже получили рецептуру, как получить из пиццы пергу. Довольно интересный продукт будет, это будет еще. И вот и в самом конце разные вот эти ягоды. Kanarpiga. Täitsa nagu kakao maitse on. Детям это очень нравится. Вот жидкий, свежий почти мед, да? И что с жидкостью происходит, когда баночка перевернется? Они все открывают в рот и смотрят. Что происходит? Что это за чудо? Очень хороший вопрос. Как собирать монофлорного меда в таких обстоятельствах, как в Латвии, как в Эстонии, например? Это довольно просто. Но работать надо 3 раза больше. Пчелы летают так же, как человек, где лучше, где больше, где ближе, где выгоднее. Да? Если мы пчелы возим где-то, да, тогда в принципе 90%, что они пойдут на это растение. Но очень важно, последний закон, пустые помещение для меда, чтобы было пустое, и когда это растение заканчивает цвететь, подождать такой плохой день какой и снять, чтобы не размешался на другой. Там уже техника, как это сделать и так далее. Не важно, чтобы он был полностью закрытым. Это не важно. Но надо понять, как его не испортить самому потом. Помещение в теплом месте, еще подержать, чтобы он сушился. Да? И тогда возможно получить, померить влагу, и только тогда гонить на медогонки поставить, чтобы он был качественный. Pihlakas. Рябина, конечно. Самое лучшее, Если кто-то это не знает, очень просто, но объемы были очень маленькие. Теперь мы, в принципе, это делаем через вакуум и получаем этот продукт тоже времени занимает, где-то 10 дней занимает, пока он готовится. Но зато сразу 200 килограммов можно подготовить. А нет, через мука это другая технология. Нет, свежая ягода, мед вместе, и вместе они сушатся. Чтобы на уровне клеток он соединился, что он был однородный. Понимаете? Когда мука, тогда, вот, например, это шизандра, да,
сразу отличается, что есть такие темные кусочки. Я не достал столько свежих ягод, я попробовал с сушеными. Но не очень, не очень. Это упаковывает вот здесь оборудование на 30 евро. Можно использовать на 2000 или больше. Мы используем на 30 евро. Простой фен, пленка и ручная работа немножко дольше, чем установка. А упаковщик делает такие пачки. Тоже мед с Сидонии. И самая главная проблема, что у упаковщика нет принтера. И теперь принтер надо поставить самому, да? И пока что принтер поставили, но еще не пустили, не попробовали, будет работать так, как надо. Дату надо поставить на эту линию только. Две сразу паки делается, да? И сразу принтер на 2 линии делает. Берешь за банкой, можешь поставить очень дешево и, я думаю, даже выгодно. Ничего такого особенного нету. В таких банках и для полулитровых банках побольше, ну пошире. Но это может сделать машина, но машина начинает с 2000 евро. Ему надо немножко нагреться, когда уже работаем все время, когда он уже готовый, быстро это делает. Да, но дешево. Возможно, оборудование поставить у нас даже негде поставить. Да? Некоторые с газовой лампой делают это. Но там очень быстро это происходит. Чик-чик-чик готово. Чик-чик-чик готово. Да. Вот немножко, 30 секунд, и уже можно поднимать. Кто будет проверить. Здесь стены, вверх стены, да? И летом используем и как заброс, да? Чтобы печатальник поставили вверх, да, чик-чик-чик, и мед вытекает, воск остается. Производство, не знаю, посмотрим. А вы on vist ise jahimees ka, ma arvan. On 400 võililit. Need on mõned leitud sarved või? Ei tea. Тип. Через 2 года, может быть 3, у нас будет конвейер. Мы будем делать на железо это все. А это прототип, поэтому из дерева, чтобы дешевле было. Да? Рядом есть паровой котел, да, даже 2, но пустили 1 паровой котел, который дает 300 литров в минуту пар. Здесь подходит пар. Еще есть 3 емкости здесь внизу, в котором здесь, когда заходят рамки, да, вот, например, какие-то, они так идет просто друг друга толкает, да. Можно сделать поумнее, но сначала не надо. Сначала надо понять принцип. И здесь все открыто, емкость внизу, в которой кипит вода, да. И когда рамка заходит, она начинает подгреваться, да. Здесь уже весь воск вытекает, да. И еще надо времени, где-то 2 минуты, чтобы подгрелся дерево, чтобы остальной воск шел из дерева, да? Поэтому надо длиннее сделать. И весь этот воск с этими отходами, да, и с пергой заходит в емкость. И там просто какое-то время ждет. Оседает, да, но все время новые заходят, Мы можем так пустить до 4000 рамков за день. 4000 рамков.
не надо вырезывать из этих проволок, из рамки. Ничего, все остается в целом виде, где рамка осталась, вот. Да? Но это еще не использовано. Пойдем дальше. Вот здесь самый такой... Да. Теперь, наверное, понемножку, да? Я всем расскажу. Котел, да? Оборудование, эту конвейер мы ставим здесь. Подгревается с паром. Здесь тоже пар заходит. И эта вся масса с воска и с грязью заходит в центрифугу. А центрифуге самое важное то, что она не цилиндр. Да, правильно. Да? И здесь за буквально полминуты, да, воска не остается в этих фрагментах практически ничего. Все выталкивается на... Да? И качество там уже чувствуется какая, да, там без проблем. Любая любая сота заходит, выходит красивый желтый воск. Фабрикат, да, вот. Ягоды уже молотые, вишня с медом, как мороженое, в принципе, уже. А потом туда вакуум. Да. Когда они вместе, эти, пожалуйста, когда вместе уже эти ягоды с медом, их можно свободно замораживать. И такие ягоды, которые боятся холода. Да? Мед не дает возможности испортиться. Кому еще ягоды? Спасибо. У меня брат тоже делает. Да. Но он сушит. Сушит, да? Не морозом, а Ну, вы не упомянули. 350 где-то примерно, все вместе. Да. Но для сборки монофлерного меда и одного пчеловода это довольно много. Не успеваю, потому что мне надо вести продукцию, и только на оборотной стороне можно возиться с пчелами. Поэтому вот многокорпусные лучше, чем доданы, что я могу, например, там конкретно 30 семей за 2 часа поставить корпуса. То есть вы работаете с корпусами, а не с рамками? С рамками точно не работает. Просто как корпус туда-сюда. Да, с рамками надо возиться с доданами. Да? И там на 25 ульев надо 10 часов, чтобы все проверить, и что и как там. А здесь ничего не проверяется. Я использую лентяйскую технологию норвежцев. Это корпус только наверх мы ставим. Распечатываете чем? Есть, я купил из Валлари такие Arjadega selline aparaat. Щетки, да? щетки, да, но не очень хорошо они работают с темными сотами, с белыми хорошо работает, очень громкая такая. Но с корпусами интересно, что я имею. Мне не надо возиться там что-то поднимать, куда-то сунуть, да, потом думать, что я там вижу, что не вижу. Я открыл вверх, посмотрел, все сразу известно. Там надо корпус поставить, не надо, да, или надо делать отводки. Сразу видно все. Вот машину делает. Kärge ehitavad, Да. siis Или не делает. kui ei ehita, siis ühesõnaga on vaja teha uus noor pere. Если я ставлю, что по краям соты, в середину сколько надо машину, да, и сразу видно, что они, молодые пчелы приходят, делают эти машину, да, в это время старые пчелы уже по краям уже заполняют медом, да. Если я чувствую, вижу, что они уже там работают, следующий корпус. Да? Иногда помощников нет. Иногда. Да.
когда я имел помощника, тогда очень легко это было сделать. Но помощники меняются все время, что-то. Ходят туда и новые приходят, потом опять меняются. väga oluline ei ole Пчеловодческий союз такой грамоту сделал. Ja, kas meil on korpus olemas? Et me ei kujuta ette, kuidas töötab korpus. Окей. Сидите. И они говорили, что это медогонка после когда кушали мед, здесь медогонка, да? Здесь ноги надо поставить, чтобы не было на этих рулетах. Так, о. Да, одну руку здесь держите, одну руку только, а эту руку подальше, сколько возможно здесь. Во. И теперь говорите ему, сколько быстро надо. Hoia kaugemale, kuidas enda no kas hakkas juba tsentrifuuga? sa mõtled seda, see Valnaad või see? Mina ühe korra sattusin kogemata siia. Täitsa umbes oli niimoodi mõtled. Ütles välja, mul on isegi see viimilõik, kus ta ütles välja, et nüüd jätkas. Добрый вечер. Спасибо, Марианне. Я вас приветствую в моем городе. Я такой счастливый был, когда я услышал, что вы будете здесь ночевать, потому что Юрмала — это самый мой любимый город. Я здесь родился и вырос, и отсюда уехал учиться в пчеловодстве. Работаю в управлении, нет, не управление, ассоциации пчеловодов нашей Латвии. Управление это было давно. Общество пчеловодства создано в 1994 году. Наверное, некоторые от вас знают. Пчеловод Андрейс Мизис у нас такой легендарный пчеловод. Сейчас он уже больше не занимается пчеловодством и глубоко в пенсии, как сказать. Но Андрейс Мизис тогда был полной силой в 1994 году. Он работал в одном колхозе, где была специальный цех по переработке продукции пчеловодства. Кто-то из старших пчеловодов помнит это время, наверное, Латвия закупала от своих пчеловодов, и в том числе и от эстонских пчеловодов, пыльцу, и мы сушили. Сначала мы мешали пыльцу с сахарной пудрой, потом мы сушили эту пыльцу, расфасовали банки и посылали в Советский Союз, в основном запад, север, там, где холодно, там, где пища, недостаток витаминов. И там это было, как бы сказать, самый расцвет нашего пчеловодства. С одной стороны, это было супер, развитие шло, но с другой стороны, наши пчеловоды почувствовались, мы все знаем, мы все умеем, как бы дало такое сознание, что мы, какие мы сильные. Это потом очень-очень влияло на начало 90-х годов, когда переменялась эта экономика. Пчеловоды как бы потеряли ориентиры. Во-первых, некоторые или многие потеряли деньги, яд собирали, послали в Москву, деньги не получили, пыльцу послали туда, в Россию,
деньги не получили, разрушилась вся колхозная пасечная система, разрушилось вся производство инвентаря. У нас был очень интересный советские времена, у нас было управление пчеловодством. В Эстонии у вас было немножко по-другому, у вас там тоже был начальник пчеловодов, но у нас был создан как колхоз. У нас не было только там несколько специалистов, у нас было такое учреждение, которое сама себя откупала. Мы производили инвентарь, закупали инвентарь, продавали пчеловодам, и все это на эти деньги, которые тогда управление пчеловодства собирало, мы могли держать все районные агрономы, одна была у нас лаборатория по продуктам пчеловодства, и только 1977 году, когда появился лаборатория, тогда только первые на бюджетные деньги сделали лаборатории по болезням пчел. И так, вот это был такой очень такое время, когда пчеловоды чувствовали себя сильными. Зато глубокая яма была начала 90-х годов. И тогда Андрей Смизис в то время, тоже была идея, то ли старая ассоциация или общество пчеловодов возобновить, которая была перед войной, или совсем новую. Оказывается, по истории, что наше общество пчеловодов в Латвии, которое было создано в 1920-е годы, та общество было ликвидировано правительством перед войной. Наш Карлос Улманс, наш президент, он это ликвидировал. Или сразу там потеряли и все недвижимость, что принадлежало этой обществу, там была, так же, как у вас в Олуствере есть старые такие здания для школы. В нашей обществе тоже был тогда старый дом старых баронов, дом, где вецери учились пчеловодству. Это все потеряли. И решили, будем создавать наше общество от нуля, совсем, скажем, на базе, может быть, на старых районных агрономов и, в принципе, районное отделение. И мы довольно хорошо поняли, что надо соблюдать это, то, что у нас есть районные агрономы, которые раньше, в советские времена, они были те люди, которые занимались колхозными, совхозными пасеками, но они, конечно, были сами пчеловоды, и они были как бы центр, на каждом районном центре, центр такой. Они знали ситуацию. И они стали, эти люди им доверяли, они стали районными агрономами и нашей, не агрономами, но такими контактными людьми в нашей обществе. Если смотреть, как пошла Литва, они создавали отдельные, в каждом районе отдельное юридическое лицо общества, районное общество. У нас тоже было общество садоводства, пчеловодства, которое мы решили, это совсем другое дело, потому что там главное было садоводство, а пчеловодство только побочно так. И так старались сохранить то, что было хорошее в то время, начало 90-х годов, и постепенно думали жить дальше. И создали это общество в 1994 году. Конечно, ничего хорошего все равно от этого не было. Была довольно бедная такая экономическая ситуация. И, откровенно говоря, мы с Армандом Краузе, с моим коллегом, он стал руководителем правления, я стал в 2000 году руководителем совета нашего общества. Когда мы стали в 2000 году работать в обществе, там ничего хорошего не было, потому что, обычно, как всегда, зачем мне платить членский взнос, хотя бы был очень, 1 лат там, очень дешевый, да?
Что мне общество даст? Но мы дали много, мы работали на законодательство, всякие такие вещи, потому что создалось как раз тогда законодательство. Но 2000 год, когда мы начали, мы уже видели Европу. Через 4 года была мысль, что Латвия будет в Европейском Союзе. И тогда мы поняли, что надо, во-первых, бюро, создать отдельно оплаченный бюро, который работал ежедневно, потому что когда будет европейская ситуация, там будут европейские деньги, наверное, и надо изучали там Данию, как есть, Финляндию, как есть, старались что-то там создавать свое. Ну и как-то хорошо, в принципе, создалось. Но опять, если, скажем, у нас был Андрейс Мизис, конец советских годов, то постепенно вырос мой коллега Арманс Крауза, который, опять, я думаю, что человеческий фактор всегда важный. И Арманс, он был, в то время, когда он начал, он был преподаватель сельскохозяйственный университет. И он как-то все это, всю картину как-то смотрел как комплексно. Удалось нам создать это бюро, удалось повысить немножко сельские износы, но все равно без Европы, когда вот вступили в Европу в 2004 году, постепенно уже развитие шло еще лучше и лучше. И сейчас у нас в бюро есть 7 человек, которые каждый день как бы работают. Один ветврач, один, один бухгалтер, потом 2 девушки, которые технические работы делают, потом мы читаемся исследователи, и так более-менее все. Бывает, что понимаем когда-нибудь еще человек, и бывает, когда нас меньше, это как в жизни, да, туда-сюда, количество работников колеблется. Но как-то пока я чувствую, что это был хороший выбор, довольно удачно эта структура. Еще что было очень важно, когда мы начали, конечно, люди сказали, давайте делайте магазин, закупайте там продукцию, торгуйтесь и так далее. А мы с Армандом когда-то, в середину 90-х годов, я 3 года, Арманд, по-моему, 2 года, мы работали в Норвегии. Мы довольно хорошо знали ситуацию, какая есть пчеловодство в Норвегии. И там мы выучили одно дело. Общество никогда не должно быть торговой организацией. Потому что мы можем идти к правительству, мы ничего экономически не делаем. Все, что мы говорим о наших членах. Мы сами не бизнес-организация. Это уже доверие лучше. Мы можем быть как бы представители пчеловодов, но сами мы для себя как бы никаких выгодных дел там не выпрашиваем. Это было одно. И с другой стороны, и мы немножко, конечно, торговали с пчеловодами, там, по возможности иногда, там, скажем, там, ведра там, или банки там продавали, но это так эпизодично, чтобы немножко улучшить свою экономическую ситуацию. И всегда, когда такая организация, как общество, продает что-то пчеловодам, всегда найдутся пчеловоды, которые скажут, вы там слишком много наценку ставите, и вы там себе там пользу получаете. Как можно от этого надо уходить в общество. Для того есть бизнес-организации, пускай магазины, пускай бизнесмены закупают вещи, товары и продукцию. И это как-то тоже нам, я думаю, помогло выжить до сих пор. И в принципе были такие попытки,
скажем, когда программа кончается и будет сейчас новая программа, создать новую организацию, конкурирующую, мы тоже будем претендировать на европейские деньги. Но это, к счастью, как-то, ну, такие амбициозные люди, которые просто вчера сделал организации и сейчас на деньги подает, они, ну, как-то им не удалось. И это все было очень успешно. В Латвии всего сейчас около 3000 членов нашего общества, и примерно столько же есть и пасек. У нас мы каждый год смотрим официальный регистр пчеловодства, там где-то 2900, 2800, 3000, там колеблется каждый год, но где-то около, ну, можно считать, 3000 официальных пасек. Пчеловодов, конечно, больше, потому что иногда есть муж и жена, они одной пасеки работают, но мы считаем, то есть у нас в регистре есть где-то немножко больше 3000 пчеловодов, но мы знаем, что не все все-таки ступени нашего общества, и потому, ну, мы считаем, что где-то 4000, наверное, пчеловодов будут, потому что все-таки, когда посмотрим отдельный район, скажем, там поселок, и вокруг этого поселка находятся люди, которые не регистрированы в официальный регистр, и которые даже не наши члены. Так что есть определенный процент, пока еще не выучили, ну, опыт надо тогда делать, сколько примерно таких есть и сколько более точные цифры. Но я думаю, насчет пчеловодов это окей, нам хватает этих данных. Но интересный следующий вопрос. А количество пчелосемей? Потому что официально самое высокое, что мы достигли, это было несколько лет назад, лет 5-6 назад, когда было 100 тысяч семей в Латвии. Сейчас, в прошлом году, кончили где-то 89 тысяч. Сейчас жду, когда в течение мая у нас идет опять новая регистрация. Конец мая получим новые данные. Но кажется, что в этом году, прошлый год не было никаких этих, ну, как бы, жалоб, да, на воротоз. Довольно хорошо кончился лето прошлое. И довольно хорошо кончилась зимовка. Пчелы были, может быть, немножко маленькие, не как обычно зимовку, но зато они почти без потери у нормальных пчеловодов и перезимовали. Конечно, духовные пчеловоды — это немножко другой вопрос. Но так, в принципе, когда, если мы считаем, и у вас так было, последние 2 года были довольно плохие, да, урожай был довольно плохой, так сейчас уже пчеловоды чувствуются немножко лучше, улыбка есть в лицах, потому что пчелы перезимовали, и есть надежда, что это ближайший сезон будет хороший. Но я еще вернусь к этим 100 тысячам семей, потому что когда я делал такую очень грубую калькуляцию, еще такой данный, исторический данный. В 1939 году у нас было 225 тысяч семей, в 2 раза больше, чем сейчас. Но средняя пасека была 5 семей пасек. Потому что в Латвии очень много было этих хуторов, отдельно люди жили, и каждый хутор почти имел по маленькой пасеке. И, конечно, помните, что мы читали и что мы знаем, как тогда было. Тогда поля не были так большие, как сейчас. Были маленькие поля, были канавчики через поле, там все, что росло по краям. Это все была нормальная кормовая база для пчел. А сейчас эти 100 тысяч я просто так грубо поделил
там немножко больше этот рассказ, как я делил. Но в принципе я поделил этот радиус 2 километра, я сделал, окей, они летают больше, чем 2 километра, давай возьму 4 на 4 километра, скажем, одно место для пасеки, да, 4 на 4, такой квадратик. И поделил всю Латвию, снимал все озера, реки, что статистика есть. Потом снял все агроземли, где картошку, зерновые выращивают. И что осталось, поделил, и мне получилось, что где-то 100 тысяч хватает вот этих квадратиков, 4 километра на 4 километра, на все эти наши 100 тысяч пчелосемей, если я хочу, то есть если я использую такой расчет, что одна пасека, 30 семей, одной точки стоит 30 семей, да, и вот столько этих точек у меня полно, и больше нет места. Так что, в принципе, я считаю, что и это мы чувствуем от пчеловодов, что большим пчеловодам сейчас все труднее и труднее найти новые места. Уже говорят о том, что друг другу на голову ставят пчелы, уже есть ссоры, я тут был первый и так далее. Так что, потому что вот с маленькими хобби-пасеками, ну там, черт с ним, если один сосед имеет там 5 семей и другой сосед 5 семей, ну, это все поместится. Yeah. Но если уже люди, скажем, даже выше 30 семей, 40, 50 семей, им надо уже думать, куда излишек отвести, где сделать другое место, и тогда уже начинается. Я думаю, что у вас, наверное, такое же самое может быть, потому что я не видел, что большие различия есть в Эстонии, Латвии, Литве, это мы все-таки как-то похоже развиваемся. Ну вот, что еще могу сказать? Могу сказать то, что успешно делаем курсы. Это тоже такой дебатный вопрос. Некоторые пчеловоды говорят, вы учите, у нас есть курсы, 2-летние курсы, вы делаете конкурентов, да, но с другой стороны мы говорим, лучше будем делать образованных конкурентов, чем каких-то самоучек, которые все равно туда двигаются, хотят быть пчеловодом, они будут все равно, но только они тогда будут неграмотными. Тогда уже лучше, пускай они что-нибудь выучат и так, будут образованы. И насчет европейских денег еще что могу сказать. Мы довольно успешно несколько лет раздавали пчеловодам этот хайплин, это лекарство для ротоза. Это было интересно, это нам как-то удалось. Но сейчас, не знаю, вы знаете, не знаете, но этот препарат, во-первых, он такой хитрый препарат, он то же самое щавелевая кислота, там немножко улучшенная, да. Но с другой стороны, она довольно удобна, пчеловоду хорошо, ничего не надо мешать, и дорогое вещество. Ну, в принципе, да, у нас даже был опыт, который показал, что, в принципе, Валтерс Брусбардс, мой коллега, он, конечно, думает, что опыт был такой, что показал, что хайплин не самое лучшее лекарство, но с другой стороны, я считаю, что опыт показал, поскольку были хорошие результаты и были плохие результаты. Так что, как в жизни, да? Разные пчеловоды и разные результаты. Да? Так что хайплин работал, но только плохо то, что хайплин больше не будет. И тот новый препарат, он будет регистрирован, он уже есть регистрирован. И тот препарат, он будет раздавать, он будет уже как лекарство.
мы к нему мы не можем с ним оперировать, он будет через аптеки. Так что, и это, конечно, будет удар нам ниже пояса, потому что пчеловоды, те, которые сказали, ну что от общества, что мне от этого вашего общества, они, конечно, получили этот препарат. Сейчас препарата не будет. И мы уже несколько лет уже даем эту каустическую соду, мы даем, фасуем оксаловую кислоту, щавелевую кислоту. Но это, конечно, дешевый препарат, и этот пчеловод как-то так не оценивает. И, конечно, самый главный, что надо обществу надо как-то такого пчеловода, который не думает, который хочет только что-то получить, ну, тому, конечно, надо что-то дать. С другой стороны, например, совсем свежий вопрос, что делает пчеловодство. Например, сегодня довольно много часов проводил с вашими медведями, работал. У нас прошлой осенью появились эстонские медведи, которые все время только немножко заходили нам в гости, там делали проблемы пчеловодов. Это наши, да. Да, это Массалаца, тот край. Руена пока еще тихо, но я думаю, туда тоже дойдем. Mulle saatis kindlustuse direktor kirja, et teie mesilehma ei kindlusta, teil on karud. Minul on karud. Директор страховки ей письмо отправил и сказал, что вашу пасеку мы не будем страховать, потому что у вас медведи. Да. Ну, слышали уже, у нас тоже были сейчас новая программа была утверждена насчет медведей и других этих волков и как-то еще один из животных. Но что я делал сегодня? Я работал с этими, как это по-русски, постановлением Кабинета министров, как определить ущерб, который сделали медведи, потому что, в принципе, уже старое законодательство дает нам возможность получить. В прошлый год один пчеловод получил 400 евро за 10 семей. 440 или сколько. Но сейчас делается новый закон. Ну так что я думаю, что в обществе всегда есть что делать, и есть что делать для пчеловодов. Просто пчеловоды, не у всех пчеловодов есть те проблемы, что вообще в целом в обществе. И у многих пчеловодов, конечно, проблем нет. И тогда они спрашивают, что делать. Это куница тоже очень такое вредное животное. Ну, с этим это же точно так же, как медведь. Ну, а если вот он повреждает там пасеку, тогда не платят ничего? Нет. А надо было тоже? Ну, с этим нет проблем. Поскольку наши используют капкан. Это можно? Нам говорят, что это тогда пчеловод должен быть охотником. Мы рады, что вообще на медведе есть эта возможность получить. Надо еще там улучшить это определение, сколько получить. Там, если там было неправильно, ладно, не буду углубляться, но сейчас есть наше предложение, что где-то 140 в среднем получит за семью. У нас так, что 300. Мы 300, мы так договорились. Мы будем рады, что у нас так 100 за ущерб за улей. Если улей там, тогда 100 сразу автоматически, то, что мы спрашиваем. И плюс еще за то, что продукцию потеряем. Там зависимо, там каждый год делается такая калькуляция в консультационном центре. Там позапрошлом, в 2016 году было очень маленькое, 40, обычно есть где-то около 100 или 80 за семью. Так что
мы стараемся добиться, что это все ложится вместе. 100 плюс... У нас максимальный дом до 300. Да, Это зависит от сколько там, какой ущерб. но они как-то делают калькуляции. Да, придет туда инспектор, смотрит вместе с пчеловодами, когда оценивают, сколько примерно. Вот они охотно делают эту. Да, нормально, нет проблем. Потому что нам переговоров, в течение переговоров думали, что надо как-то сделать так, что им не надо было калькуляции делать, что может быть они там скажут, Гитлер со своими калькуляциями. Поняли, что вообще хотите от меня что слышать, но я думаю, вообще вам надо уже ложиться скоро спать. Утаительный день. Проблема все время пестициды. Это у вас, у нас, и после этого, когда у вас там столько погибло пчел, что-то лучше стало? Ну да, в том плане стало лучше, что они еще помнят этот случай. Там довольно много потерял этот фермер. Но я бы на это много баллов на это не поставил, потому что, во-первых, он с этим тем же самым неправильным препаратом, сейчас, конечно, таких дураков много нет, которые будут так делать, что на рапс другие препараты ставить, то, что не разрешено, это во-первых, тогда он должен сам знать, на какой риск он идет. Но с другой стороны, и с другой стороны, это уже время идет, и, знаете, время все лечит, и забывается все. И что я хотел особенно сказать, сейчас нам проблемы больше делают не инсектициды, а больше проблем с фунгицидами, это первый спектр, который, потом немножко гербициды, неоникотиниды, сейчас сократит, и пчеловоды, и из-за того, что в Европе это из-за того, что гибнут насекомые, и, конечно, это в основном пчелы, и наши латвийские общества, ассоциации пчеловодов поддерживают это европейские инициативы, да, и пчеловоды плохие. Вот, и мы сейчас чипсы не будет нам, потому что картошку тоже. Такие случаи, когда от опрыскивания погибают пчелы, таких, в принципе, сейчас нету. И если есть немножко там, если я слышал, шумных случаев таких не было, но я слышал, что если фермер чувствовался виновным, он даже не стал ничего говорить против пчеловода. Он сказал, ладно, я тебе заплачу за эти семьи, только бывает, не будем это шум давать. В принципе, наша идея самая была такая, что ветврач не только занимается с этими делами, но он еще и занимается качеством продуктов. И он, скажем, ветврач должен знать, в принципе, все о меде. Он должен знать все о пыльце. Потому что это связано, там и контроль идет от ветеринарной службы, производство этих всех вещей. Так что так кажется, что такому ветврачу очень много забот. Но с другой стороны, я думаю, что самый трудный период уже за спиной, вся законодательство идет. И в принципе, что делает наш ветврач? Он консультант. И он есть пчеловоду, кому позвонить, спросить. А так, в принципе, пчеловод работает в рамках всех этих законов и что там ветврачу. Конечно, не знаю, может быть, если помнить опять Андрей Смизис и старое поколение пчеловодов, они были так, вот пчелы больные, надо лечить, надо лекарства, так как с человеком. Мы
стараемся сейчас учить, что это экономично невыгодно. Тратить деньги, тратить время на лекарства и на обработку, а потом ты получишь, может быть, даже и какие-нибудь там остаточные вещества продуктов. Лучше пчеловодство надо использовать то, что пчеловодство, с чем пчеловодство отличается от других отраслей. Мы можем пчелосемя ликвидировать, соединить, и вместо того делаем резерв, делаем новые семьи, сильные новые семьи, сильные новые матками. И тогда как-то это отдел вот, довольно такой объемный, лечить там и возиться с этими слабыми семьями, он уходит в сторону. И тогда такому ветрачу и тоже меньше работает. Конечно, там надо рассказать, что у тебя за проблема, может быть, потому что по телефону, это вы знаете, по телефону трудно же. Но вот, я думаю, что один человек это тоже довольно достаточно. Американский бизнес. Это у вас хорошо организовано, как я понял. Если появится где-то такой устройство, тогда со стороны государства это уже организуется, да? Это где-то 3 года точно, сейчас я, по-моему, 4-й год, и немножко был испуг, думали, что поскольку пчеловоды неохотно туда эту программу вступают, что сняли деньги, но оказывается не сняли, там с одного кармана поставили в другой карман, и все-таки деньги доступны. Мы можем получить, пчеловод может получить, если он имеет американский гнилец и уничтожит эту семью, он вызывает ветрача, он сделает акт, что да, такое дело есть, конечно, должно быть анализ, сжигает и 86 евро за семью получает. Kelle hulgast me pidime valima ja marsruudi ja tee ääres või seal, kus me liigume, alati mesinikke ei ole või neid mesilaid. Nii et Alex või Juris mitu korda parandas meil neid koordinaate ja otsis veel inimesi juurde, kui meil see marsruut natuke muutus. Nii et väga suur aitäh ja Мои координаты, я понял все. Meil on siin väikesed kingitused. Siin on selline lihamesi. Eesti messi. Jah, lihatoitude valmistamisega. Nii. Я, и как раз спасибо всем. Сегодня в Латвии именины, у меня Юрис. Так что спасибо вам большое. Ой, море тебе тоже, но я сюда пчелы не сделала, думала, что пчел ты столько видела, а сделала вот эти такие птицы. Конечно, чайки, это мои птицы, я просыпался в детстве с чайками, криками. Да, я вот так. Это дубль немножко мокрый, может быть, еще. Этот дубль еще мокрый, здесь может быть, здесь нет, здесь может быть. Это еще мокрое, а остальное места нет, там можно держать. Kas sa müüd või ostad seda autot? Ja see pole see, kui ei ole seotud. Uus sild on seal, vanasti on vanasti. See on nüüd see kõige viimane.
oma nina edaspidigi teie asjadesse. Kõike head, jõudkem hästi koju. Võite alati helistada sinna, need on ühendatud, nii et saate mind alati kätte ja kui oskan, siis aitan alati ja kui vaja, väga vaja, tulen kohale ka. 5213894 ja veel küsin sellist asja, kui teil on häid ideid, kui teil on häid mõtteid, näiteks pange kirja, saatke meili peale maire@mesi24.ee, et kõik head mõtted ja head soovitused on teretulnud. Või saadate info@mesinikeliit.ee, siis läheb kogu juhatusele ja kõik saavad kenasti selle kätte ja kaasa rääkida. Ja võiks leida nii-öelda meie tarbeks paar sellist juristi, kes hea meelega teeksid seda asja. Mul on selline ettepanek. Et lista on Ну, мы успели буквально так. Вы заезжали, я заехал. Я по образованию садовод. Но моя дипломная работа была по пчелам. Так что и первая работа тоже была пчеловодом. И потом уже, когда на пенсии, я опять вернулся к пчелам немножко. Ну, хозяйство было не очень большое, 30 семейств у меня было здесь, 30 семей. Но сейчас уже осталось 8. Просто уже стало тяжело. Тяжело поднимать все эти рамки. Это все-таки тяжелая работа. И очень много времени требует мои цветы тоже. Я, в принципе, я доктор наук по биологии. И работаю сейчас больше исследования разных крокусов, в принципе, так. Но здесь мы живем 20 лет с женой. И, конечно, здесь был очень страшный вид, когда мы купили этот дом и место. Все тут переделано, и еще сейчас местами стекла вынимаем из земли. Так что это такой уже сюрприз. Да. Ну, если мы какие растения выращиваем, я в принципе выращиваю луковичные растения. Все растения, у которых есть луковица или луковицеподобное под землей. Моя жена, когда мы женились 25 лет назад, я, конечно, думал, что некто будет сорняки вынимать из грядок. Но она 2-3 года выдержала и сказала: я не твой раб. И поэтому давай мне что-то свое, что я хочу, буду выращивать. Ну и я тогда ей предложил, что она может попробовать многолетники. И так как мне всегда нравились флоксы, то она взяла флоксы себе, потом еще хоста. Знаете, что такое хоста, да? Лиственные растения, да. Ну и еще, и водяные лилии, и еще. Ну так и теперь у нас разделено. Легкая работа с луковицами — это у меня, тяжелая работа на земле — это жене. Пусть она, как говорится. Ну, если вы посмотрите, здесь это наша первая грядка на этом месте, которая была сделана. Купили первые хосты, 80 сортов, и они здесь, на этой грядке, есть. Хоста имеет одну вещь, что она выходит из земли поздно. Это середина мая. До этого здесь было бы все, пусто. Ну и поэтому сделали так, что здесь посадили немножко луковичные. И одно из самых, что здесь сейчас наиболее цветет, это хохлатки, коридалис. Я думаю, это растение очень знакомо в Эстонии тоже должно быть. Видите, там это такое синее, это такие у нас в лесах полно. Я думаю, в Эстонии тоже. В принципе, у меня около 50 сортов было создано от коридалис. Зацвести и дать семена. И поэтому махровые сорта. Он себе посажена одна группа маленькая, пара луковиц. Он сам, видите, посеялся, здесь уже вылез из-за грядки.
А так как здесь будет газон коситься только когда он вырастет уже немного. Тоже листья, тоже эти растения опали, и уже спокойно. Как он только появился над землей, так компост очистить, и каждый второй сход можно срезать. Это вкуснее, чем спать. Вот если так говорить, то я сменил матки осенью, позднюю смену делал. Это против роения. Потому что если сменить матку в второй половине августа, то в первом году пчелы меньше роются. И мне очень трудно выбежать и так все работы сделать. Но оказалось, что хотя покупал плотные матки, обе оказались неплотные, и это был трутневый расплод, и пришлось ликвидировать. Но так перезимовали мне в этом году очень хорошо, хотя в Латвии не самый лучший год. Остальное здесь само все. Как видите, конечно, фиолетовое это доминирует. Ну, немножко есть тюльпаны, и здесь еще будет цвести летом. Можно приехать. Да, все время. Заходите тут. Не один человек помогает на то, что он делает мне эту смесь земли. И потому что это тяжело мне физически уже самому делать. Это 1500 примерно образцов разных. И из 240 видов, которые имеются в мире, описаны здесь около 200. Садовая магия называется на латышском языке. А в этом году вышла книга по флоксам. Мне нужно посмотреть, я беру горшок в руках, могу все, как белый человек, я говорю, а не как раб. Проблема немножко зимовкой. Но до этого решил, что все грядки на зиму укрываются стекловатой. Стекловата 5 сантиметров, она рыхлая, она полностью имитирует снег. То, что было бы в саду снегом покрыто, то здесь предохраняет от мороза стекловата. И теплица не отопляется, поэтому здесь температура зимой 2-3 градуса только выше, чем на улице. А по стекловатой обычно около нуля стоит. Но в этом году было минус 23, самая холодная ночь у нас. Тогда здесь было под стекловатой 0,5 минуса. Мне было 30 лет, это 40 лет назад, это коридалис айни. Ирисы, которые там я показывал в самом начале, это там это пили хорошие поливы, удобрения. Там такой что это горели сейчас солнце. И кончик в середине такой цветение, то листья. Это вот здесь мой гибрид, это гибрид между одной кавказской, двумя кавказскими видами. С горшком, чтобы полить эту теплицу, мне надо 40 минут на одну грядку, 8 грядок, 320 минут. Можно сказать так, со всей подготовкой это уходит 1 день на полив. Vaadake, kus siin on see lina, see taruvaigu lina. Hästi lõhnab ja ära mine vahele, ära mine. See lina peal, jah? Laiad raamid. Такого мне не было. Мне была проблема только то, что я делал эту противороевую эту методику, когда оставляешь внизу, ставишь две рамки с расплодом, 2 вытянутые рамки и остальное вощину, да, потом ставишь халема на решетку наверх и весь остальной расплод переносишь на 2-й этаж. И что это помогает, вот эта семья очень хорошо на это реагировала и не роилась в том году. Это... Ладно, мы сейчас вам скажем спасибо Спасибо большое. тоже. Мы даем тоже грамоты наши. Спасибо. Конвертики Да. и шоколад. Спасибо Спасибо большое. вам тоже. И Очень, спасибо очень за ваш интерес. интересно, очень красиво было. Спасибо большое. Спасибо вам тоже. Näeb siis ei linna ka rohkem.
Vaatavad on kindlasti hurjuma. Filmida ei tohi. Filmida ei lubata. Või tea, mitte mis järelturi ütleb. Sa olid ikka nii näljase näo. Paha lõhn jääb kohe vastu. Ma olen juba niimoodi sõitnud Krupsi tagasi ja siis ei tea, kus perest on. Ja jõudsimegi Eestimaale tagasi. Nemad juba tahavad oma tähelepanu. Viljandi maakond. Villi! Ma ei tea, kas selle peaks Eesti alla. Igatahes nad sai ka. Siin oli üks aasta pidu, eks ole. Ja siin iga aasta on see septembris. Ja. Me käisime jah bussiga ja see oli ka jälitustegevus. See oli meie bussiga, kui me käisime. Tasemel üldiselt seadus nagu võimaldab seda teha ka. Võta see igasugust meie. Aitäh sulle. Aitäh kõigile! on tõsiselt pinge autojuht, bussijuht. Isegi siis, kui me sõitsime 30 kilti minu pärast valesti, ta ei kurjustanud minu peale, nii et väike pugemise moment. Palun, aitäh sulle.